Бурбацьке дмамке доле возні, одне кормєнам вуд. Мєсе кішок ректедли, егачів гаштем лун. Мєсе кішок ректедли, егачів гаштем лун. Езвічнім скермим баті, зевили синє шай, пирожки смєне мами, теміян рочагай. Оргуляй дними пета, порщила щіланки. Став'єзи свелишує, зевшуда таєни. Зевшуда таєни. Мєзбишуда велика, наошнячим шут. Мєко не тає шутце, крепить кінкут. Мєко не тає шутце, крепить кінкут. Бурбацьке дмамке доле возні, одне кормєнам вуд. Мєсе кішок ректедли, егачів гаштем лун. Бурлум. Добрый день, дорогие друзья! Центр коми-культуры города Сыктывкара и ансамбль народной музыки «Зарни Туис» начинает цикл новых передач, которые мы назвали «Музыкальная гостиная», где мы будем рассказывать о композиторах Республики Коми, о том, что они создавали, о их биографиях. Но сегодня первую передачу мы посвящаем народной песне. Песни сопровождались все основные события жизни человека: рождение, крестины, свадьбы, похороны. Дети вместе с молоком матери впитывали народную культуру, народную песню. Пели на посиделках, пели в поле за работой и во время отдыха. В народной песне отражена душа народа. В ней он изливает и грусть, и радость, веселье, и печаль. А почему песня? Да потому что она доступна всем, и исполнять ее можно в любое время. Песня нужна людям, потому что, я уже сказала, в песне отражается вся жизнь. Мысли, настроение, чувства,
умения и познания. Скромная, жизнерадостная, грустная, веселая, связанная с этапами развития и особенностями культуры края, где она формировалась и развивалась. Народная песня, народная культура ценна не только с эстетической точки зрения, она обеспечивает сохранение и целостность народа и самого человека. Можно любить и не любить народную песню, но я считаю, что она является основой для всего вновь созданного. Сегодня мы на все смотрим по-иному. Много открываем заново, что-то переоцениваем. И также относимся к народной песне. Но народная песня – это голос создавшего его народа. И потерять народную песню, забыть ее – это значит забыть свои корни, забыть свои истоки. А этого допускать нельзя. В 1932 году создана художественная бригада радиокомитета, первый Коми-национальный государственный музыкальный коллектив. И на его основе в 1939 году был образован Коми-национальный ансамбль песни и пляски Коми АССР, который в 1978 году был переименован в Асьякыа, как мы сейчас его и знаем. Это визитная карточка самобытной культуры Коми народа. Песня моя, песня, и радость, и муки, все в одном. Коми, государственному ансамблю песни и танца, более 30 лет. Более 30 лет собираются и бережно хранятся здесь музыкальные произведения, истоки которых в национальном фольклоре Коми народа. Как в жизни одного человека, так и в жизни большого коллектива есть такие события, которые остаются в памяти надолго, навсегда. Артисты Коми государственного ансамбля песни и танца впервые отправляются показывать искусство своего народа зарубежному зрителю. Их путь в Венгерскую Народную Республику, в Будапешт. От первого и до последнего концерта ансамблю сопутствовал успех. Будапештская газета «Мадьяр Немзет» писала в те дни: «С первых же минут мы могли наблюдать характерные свойства высокоразвитой советской хоровой культуры, изумительную красоту и слитность звучания». Почему вы, ромашки, не спите, не смыкая глаза, все глядите? В Коми крае, богатом цветами, к вам иду я, склоняюсь над вами. Ах, ромашки, ромашки! Многочисленны и разнообразны маршруты ансамбля. Его видели и слышали на Неве, на Волге, на Ангаре, в горах Закавказья, в песках Кызыл-Кумов. Коми народные песни очень разнообразны по жанрам, тематике, мелодике.
До сих пор в народе бытуют уникальные ижемские трудовые импровизации, эпические, обрядовые, семейно-бытовые лирические песни, детский фольклор. В репертуаре государственного ансамбля песни и танцев Коми СССР имеются интересные хоровые обработки и оригинальные сочинения композиторов Каторгина, Осипова, Дегтярова, Перепелицы, Мастеницы. С ансамблем песни и танцы Коми СССР меня связывает уже 20-летняя творческая дружба. Ансамбль впервые исполнил мои сочинения в величальной Москве, далеко за Северной Двиною, а в последнюю программу включил музыку к танцу «Лучегодская кадриль» и песню «Ижемские шали». В любом жанре искусства, а в нашем особенно, очень трудно сочетать принципы традиционности и современности. Закопаешься в старом – отстанешь от жизни. Увлечешься новаторством – потеряешь основу. Бытует мнение, что народное искусство канонизировано, раз и навсегда установилось, и всякое вмешательство в традиции считается кощунством. Мы считаем, что народное искусство – это основа, на которой обязан творить художник любого жанра. Все знают, насколько высок темп современной жизни. Мы обязаны его поддерживать, не забывая, однако, о традициях. В 1941 году ведущей солисткой в ансамбле «Свекэ» пришла Валентина Есева. Замечательная исполнительница и пропагандистка произведений коми-композиторов и народной коми-песни. В ее репертуаре также было много песен удмуртских, карельских, болгарских. В 1957 году был создан ансамбль «Эжва» под руководством заслуженного артиста Коми СССР Вацлава Мастеницы. Они много гастролировали по Коми СССР и за ее пределами. До сих пор голос Валентины Есевой завораживает слушателя и трогает души каждого, кто слышит ее голос. Ель зеленая, ель пушистая, гордо тянешься к небу чистому. Ой, срублю тебя, будет много дров, напеку блинов.
носителем и пропагандистом коми-народной культуры стал фольклорно-этнографический ансамбль «Парма» под управлением Михаила Николаевича Брудина 1987 года. Он уникален тем, что Михаил Николаевич стал использовать и выносить на большую сцену музыкальные инструменты. Живое пение, игра на инструментах, костюмы создают необходимый тон для проникновения зрителя в традиционный мир музыки, обрядов и обычаев. В начале нашей программы прозвучала песня «Бурбатькат мамкат олым». Одна из самых любимых, наверное, песен в народе коми в исполнении ансамбля «Зарни Туис». Ансамбль народной музыки «Зарни Туис», я уже говорила, создан в Центре коми-культуры города Сыктывкара, совсем еще молодой. Нам всего лишь 2 года. И свою задачу мы видим именно в пропаганде коми-народной музыки, звучания коми-народных инструментов. В нашей программе есть знакомство с коми-народными музыкальными инструментами, знакомство с коми-народным календарем, когда мы ходим в школы, в садики. И вот мы хотим, чтобы звучание инструментов, звучание народной песни оставалось все-таки в сердцах, как я уже говорила, детей, потому что это истоки и корни. И ждем вас на наши новые встречи в музыкальной гостиной. Orlina
Орлина на канана, Орлина на канана, Орлина на Орлина на канана, Орлина на канана, Орлина на канана, Орлина на Орлина на канана.